Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем сложившейся в мире и в стране ситуации с коронавирусной инфекцией. Что же делается в городе Канаше в период эпидемии и насколько готов наш город? Об этом прямо сейчас. В целях профилактики и снижения уровня аварийности с участием пешеходов сотрудники ГИБДД города Канаша проводят профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Также сегодня инспекторы проверяют соблюдение гражданами режима самоизоляции, введенного в Чувашии от 3 апреля указом в РИО главы республики под номером 92. Особые меры предпринимаются в целях недопущения распространения вируса COVID-19. Сегодня на территории города проходит рейд пешеходный переход в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Также параллельно проводим проверку граждан, нарушающих режим самоизоляции. Такие рейды и мероприятия будут проводиться ежедневно. Также просим соблюдать режим самоизоляции, не появляться в общественных местах. При необходимости быть дома, и когда вам нужно какие-то медикаменты или продукты питания, выходить крайне осторожно, соблюдать меры безопасности, одевать перчатки и маски. Порядка 2 десятков протоколов было выписано инспекторами сегодня. Население знает о мерах профилактики, однако подвергает себя опасности, перемещаясь без особой надобности по улицам города. Много сегодня останавливали пожилых людей, ведь, по мнению врачей, они в особой группе риска. На лиц, которые нарушают режим самоизоляции, на основании пункта 2 указа главы Чувашской республики выписываем административные протоколы по статье 20.6 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Далее материал будет направлен в суд, и суд будет принимать решение. Напоминаем, что наказание влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Гражданам в размере от 1000 до 30 тысяч рублей, должностным лицам от 10 до 50 тысяч рублей. Отметим, что данный режим в Чувашии будет действовать до особого распоряжения временно исполняющего главы Чувашии. Дорогие жители Канаша, я вас призываю соблюдать правила дорожного движения, а также режим самоизоляции, введенный сейчас в непростое время. Будьте дома, будьте здоровы. Мы будем работать ради вас. Оставайтесь дома, берегите свое здоровье. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Елена Блацева. Вести недели. Сотни продуктовых наборов получили канашцы от депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Малова. В преддверии светлого праздника Пасхи ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и люди с ограниченными возможностями здоровья ощутили реальную помощь. Соблюдая все меры предосторожности, инициативная группа из числа волонтеров и членов Женсовета под кураторством Натальи Золотовой, которая является общественным помощником Николая Малова, доставили продукты питания нуждающимся. Приближается светлый праздник Пасхи. И сегодня мы, женщины города Канаша и социальные работники, вручаем подарки жителям нашего города. 100 человек, в их числе труженики тыла, инвалиды, получат продуктовые наборы от депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Владимировича Малова. В этом принимают участие Канашское отделение республиканской организации «Союз женщин Чувашии» и социальные работники Центра социального обслуживания населения. В период сложной эпидемиологической обстановки пожилым людям необходима особая помощь. Мы давно очень тесно работаем с Николаем Владимировичем. В настоящее время в городе работает общественный помощник Золотова Наталья Витальевна. Николай Владимирович сам очень часто принимает активное участие в жизни нашего города, посещает ветеранов на дому, принимает участие в общественных мероприятиях, в творческих фестивалях пенсионеров, учредил стипендию лучшим ученикам. Кроме этого, стипендию также у нас получали представители общественных организаций. Ну и вот, как я уже сказала, вся эта работа у нас проводится через общественного помощника Золотову Наталью Витальевну. И очень хочется пожелать, чтобы таких мероприятий и таких подарков было намного больше, и не только от Николая Владимировича Малова, но и от других
Не обязательно, чтобы это были депутаты. Пусть это будут наши предприниматели городские. Может быть, это будут те предприниматели, которые выехали, живут за пределами нашего города, но которые переживают и любят свой город. В дополнение хочу всех поздравить с наступающим светлым праздником Пасхи, пожелать всем здоровья. И вот в сложившейся ситуации хочется пожелать, чтобы мы все соблюдали нормативные документы, которые приняты вот в это время сейчас, находились дома, берегли друг друга, здоровья всем. Всего хорошего. Пожилые люди с большим трепетом приняли помощь, которую от лица депутата Госдумы оказали инициативные жители нашего города. Это ваш подарок по Пасхе. Полезные продукты от компании «Ядрин молоко» придутся, кстати, к праздничному столу. Ирина Константинова, Антоний Николаев, Павел Демин. Вести недели. Дорогие канашцы, сегодня сложилась непростая ситуация в стране с распространением коронавирусной инфекции. Никто еще не знает, как бороться с этим, но единственное, мы знаем одно, что можем себя уберечь, соблюдая элементарную личную гигиену. То есть все мы должны мыть руки, находиться на безопасном расстоянии от других жителей. Сегодня, по утверждению медиков, это расстояние составляет от 1,5 до 2 метров. Определенные рекомендации получили магазины города, чтобы сделать такую же разлиновку, чтобы наши горожане могли понимать, что находятся на безопасном расстоянии. Если вы приходите в магазин и трогаете предметы определенные, ручки дверей, перила, вы в любом случае должны по приходу домой хозяйственным мылом или другими дезинфицирующими средствами обработать свои руки и то же самое советовать членам своей семьи. Настоятельно рекомендую все-таки оставаться на местах в период вынужденных каникул. Но мы сегодня констатируем тот факт, что многие горожане воспользуются вынужденными каникулами для организации личного досуга, чего делать крайне нежелательно. Аналогичная ситуация стоит и с нашими детьми. Много мы сегодня видим людей во дворах. Они общаются между собой, и они тоже могут явиться источниками передачи коронавирусной инфекции. Тем самым ставя под угрозу наше старшее поколение, которые в самой сложной ситуации здесь находятся, люди более 60 лет, более подвержены распространению этой инфекции. Поэтому я настоятельно прошу всех, дорогие горожане, оставаться по возможности дома, а из дома выходить в случае прямой необходимости, сходить в магазин за продуктами питания. Ну и друг к другу относитесь, пожалуйста, взаимовыручкой. Пришел в магазин, знаешь, что у тебя соседи почтенного возраста. Не поленись, позвони и попроси, нужно ли им что-то приобрести в магазине, и можно принести это. По городу организовано волонтерское движение. 25 волонтеров распределены на 10 участков. Город разбит на 10 участков. И по телефону 22264 можно попросить приобрести товары первой необходимости как раз наших волонтеров. Яндекс.Такси сегодня тоже бесплатную доставку организовала продуктов питания для людей почтенного возраста, инвалидов. Все это делается через Канашский центр социального обслуживания населения. Поэтому, дорогие друзья, не поддавайтесь панике, не верьте никакой информации, которая не подтверждена официальными источниками. Ситуация в городе стабильная и находится под контролем. О мерах профилактики нам расскажет Олег Леонидович Кузьмин, начальник Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской республике в городе Канаше. Олег Леонидович, добрый день. Каковы профилактические меры в городе Канаше? Добрый день. Руководителем Роспотребнадзора по России принято постановление номер 7 от 18 марта 2020 года, согласно которому лицам, прибывшим в Российскую Федерацию из зарубежных стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, необходимо при своем возвращении сообщать по горячей линии о прибытии, далее о месте нахождения с указанием адреса и в какой стране они были, для того, чтобы взять их на учет и, соответственно, проводить мероприятия по
оказанию необходимой помощи, чтобы данные лица не были источником заражения других лиц, с которыми они контактируют. Далее лицам, прибывшим из-за рубежа, необходимо самоизолироваться и не рекомендуется покидать свои дома, свои квартиры. Только в том случае, если есть уже угроза жизни и здоровью. В целях, для того, чтобы помочь этим лицам, можно обращаться к волонтерам, то есть по доставке продуктов питания, по выносу мусора и так далее. Все граждане должны соблюдать требования личной гигиены. Для профилактики также необходимо проводить проветривание помещений не реже одного раза в течение 2 часов. Необходимо проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, которые разрешены для применения в быту. Дорогие канашцы, соблюдаем режим, соблюдаем карантин и самоизоляцию, сидим дома, на улицу выходим по крайней необходимости, чаще моем руки и носим маски. А на этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания. Добро пожаловать в магазин низких цен «Светофор». Готовитесь к садово-огородному сезону? Есть повод накрыть богатый стол? А может быть, ищете для близкого человека подарки? Закупайтесь в «Светофоре». У нас вы найдете товары по выгодным ценам. Макаронные изделия, крупы, консервы, подсолнечное масло, колбасно-сырные изделия, мясо, всевозможные сладости, бытовая химия, посуда, товары для сада и огорода. Все для вашего стола и дома. Мне очень нравится этот магазин, я практически прихожу сюда. Ну, приезжаю я вообще с другой республики, если честно. Я приезжаю из Татарстана. Ну, раз в месяц это точно. И как бы мне нравится здесь выбор. Вот посуда здесь очень недорогая. Макароны, да, вот так же, вот так вот. Колбасные изделия, да. Ну, как бы вот, ну, да, вот мне нравится. Супер. Не переплачивайте, ищите выгоду у нас. Уважаемые покупатели, поздравляем вас с наступлением весны. Магазин «Светофор» предлагает вам весеннюю продукцию, сезонные товары, постную продукцию. Магазины «Светофор» напрямую сотрудничают с производителями, поэтому мы можем предлагать цены ниже рыночных на 20-30%. Постоянные скидки предлагаем, чтобы ваши покупки стали еще выгоднее. Реальная экономия семейного бюджета. Хотите проверить? Приходите в «Светофор» всей семьей. Большой ассортимент постной продукции. Вместе с нами поход за продуктами «Праздник». Нам очень нравится по цене и качеству. Есть, конечно, очень цены низкие и качественные есть продукты. Покупаем сыр, творог и рыбные. И особенно нам нравится морская капуста. Я рекомендую всем приезжать. На самом деле цена тут очень низкая. Еще для сада, огорода очень много тут. Всякие удобрения покупаем. Еще пластиковые всякие для бани. Цена низкая. Нам нравится. Мы
Мы даем зеленый свет низким ценам. Изюм темный 1 килограмм 105,90. Чернослив 1 килограмм 137,90. Свинина 1 килограмм 169,90. Парник легкосборный 221 рубль. Приходите в магазин «Светофор» за умными покупками. Экономьте вместе с нами. Низкие цены у нас. «Светофор», город Канаш, Котовского, 4.